Вот такой обед, ребят. Смотрите. Ленивые голубцы баночные. Рекомендую. Наверное, буду рекомендовать. Если что, покупайте, попробуйте. Лично мне понравилось. Лучше, чем перец с мясом. Намного лучше. Ну и тут бич-пакет, как обычно. Такой обед. Сейчас буду обедать. Штатив, конечно, кривой. Он как шатается. Туда-сюда. Куда хочет, туда и наклоняется. Чуть непонятно, конечно. Капуста мягкая тоже. Тушили, видно. Потому что капуста, знаете, вот такое. Он долго разваривается. Долго надо варить. Да. Вроде как писали, чтобы я не показывал свои, как я ем. Вот и думаю, показывать, не показывать. Что тут такого, что я ем нормально? Показывает это на телевизоре, когда в ресторанах там как зернышко под язык ложат и жуют полчаса. А я по-человечески ем. Как нормально должен есть человек. Но эту бурду, конечно, пойдет только в этом походах. В нормальных домашних условиях, конечно, это тоже кушать не будешь. Но все равно что-то хочется повкуснее. Плыли сегодня, как сказать, насчет пути. По большой реке плыл без проблем. Как заехали на малую реку, буквально там с полкилометра началось все. Заторы на заторе. Через каждые 100-200 метров бывало там участки попадались. Наверное, ветер так валит, там полоса идет там ветра, и вот на пути все валится. Да и течением тоже. Но страшных заторов таких не было. Доехали. Вот. Сейчас я покушаю, у меня масон потянет, наверное. Сейчас еще подкину дрова. Мне надо больше топить сейчас, чтобы избушка нагрелась. Сегодня возле избы я не знаю, что-то буду делать или нет. Сейчас в основном буду обживаться и схожу по своим делам. Что я снимать не буду. Это подготовка к осенней охоте. Уже идет с весны также. Вот. На пару часиков придется сходить, на часа 3, наверное. И потом буду отдыхать, в общем, ребята. Сегодня чисто буду отдыхать.
отдыхать и отдыхать. А завтра уже свежими силами, в надежде, что будет нормальная погода. У нас в планах будет изба, не изба, избушку тоже надо двух концов крыши там рубероид постелить. Амбар, крышу новый рубероид постелить надо даже там. И будку для собак. Вот такие планы у меня в этом походе. Вот. Уже начинает сон тянуть. Быстро. Я еще домой не позвонил. Пока не остыло, я покушаю и позвоню домой. Вот так. Собаке надо варить что-то, кашу, там, кастрюлю поставить. Пусть тоже на малом огне там как пропаривается эта крупа. Блин, погода подводит. И уже 3 градуса. Чуть-чуть похолоднее стало. Холоднее, то есть. Холоднее стало на улице. Солнце пропало, вот и оно, поэтому. Ветер непонятно откуда, то с севера, то юга. Крутит. Крутит кругом. Все, короче, отправил. Только с этого уголка связь. Сообщение не передам, написал. Блин, что за фигня. Опять какие-то проблемы. Не идет и все. Денег опять нету. Сколько уже я не включал это телефон, блин, куда-то деньги пропали. Не пользовался я телефоном. Вот бездельник мой. Да. Сгоряча я накричал на него сегодня. Да. Она хитрюга. Хитрюга. Не могу передать ни смс, ни дозвониться, в общем, не знаю. Если пропущенный жена увидит, ой, блин, обязательно деньги скинет. Дома не проверил перед выездом. Ну-ка уйди. Шафу. Так. Короче, до вечера не буду этим. Надеюсь, там пропущено будет.
Короче, вовремя надо все следить за балансом. Этим телефоном сейчас только в тайге я пользуюсь. У меня другой смартфон сейчас дома. Это чисто для тайги оставил МТС номер. И этот. Не проверил вовремя. И такая фигня. Ой. Блин, такой мощный кабанчик. Так, ладненько. Так, это, наверное, доску оставлю. Может, вдруг пригодится. Так.
как-то так, что. Тулан кого-то лает, ребят. Давайте сходим. Сходим, посмотрим. Сейчас очки надену. Одену. Недалеко лает. Белка, наверное. Топор забыл. Вон он. Работает. Бездельник. Ну, и где твой трофей? Какие деревья он лает-то? Тулан, конна? Слышит, запах, может, чувствует. Ну-ка подскажи, на каком дереве кто? Зимой хотел, ребята, вот это сушняк, вот этот свалившееся дерево спилить на дрова. Но оказались под снегом, не получилось нифига. Да и там дополнительно сейчас еще свалилось. Знаете, сколько тут валежников? Вон. Очень много. Елка гниет. Елка гниет. И это уже свежее на свалившееся дерево. Или прошлогоднее, не помню уже. Ищет. Вот сухостой тоже, вон, видели как. Тоже рано или поздно свалится. Очень высокие деревья. Очень мощные деревья. И запросто так маленького зверька не найти. Если одиночное дерево и активно лает собака, это уверенность, можно смотреть лучше там, лучше смотреть, не пропуская сучьев, ничего. А здесь фиг знает. И что-то он перестал. Ну сколько шелушили тут эти, как сказать, блин, шишки. Шелухи сколько вам. Это все дело рук крестов и, но в основном шелушат эти белки. Кресты они там выковыривают, вон так вырывают семена и все. А шишка остается целыми. А когда уже белка шелушит, он, конечно, уже полностью шелушит. Вот так. Вот сухостой тоже на буране, если... Вот слышали сейчас? Звук такой, скрип. Непонятный.
Это дерево, ребята. Это дерево. И бывают такие звуки и разные. Разной тональности. Вот так. Так. Ладно. Собака Тулан ушел. Что-то облаял и перестал. Но вот видите, он самостоятельно, он ходит от избушки, может буквально там 200-300 метров отойти, может с полкилометра, такие круги. Самостоятельно он ходит, не лежит вот, просто лениво не лежит, а вот именно ходит, нюхтит, ищет. Интересно ему молодому. Вот в таких моментах, если есть зверьки, птицы, то собака быстрее научится ко всему. Ладно, сейчас пока, ребята, я буду заниматься своими делами возле избы. Где-то часик я еще варить не начинал. Сварю суп, потом уже куда-нибудь схожу по делам. Смотрите, сколько шишек тут. Видели? Вот такие дела. Это тут белки пировали, белки, клесты. Вон, вот это видно, что клёст шелушил там. Видели? Но он не вырывая такие лепестки. А когда белка шелушит, он все подряд вырывает. Вот так. Так что видно, есть кому здесь шелушить. Так. Хоть немножко нагрелся сейчас. Блин. Так холодно было, когда я ехал. И воздух еще прохладный такой. Холодный даже, не прохладный, а холодный воздух. Парни идет нам. Чувствуется. Осенью даже такое не бывает. Осенью, знаешь, вот в октябре сейчас на охоту приезжаешь и... Это что за хуйня такая? Так, это... Осенью приезжаешь в октябре и... Тут тоже вот. Сейчас вот видно, избушка уже осела немножко, а пол там висит, блин. Все еще как-то бардак. Свои мысли не могу закончить. Короче, в октябре, когда ты охотишься, уже промышляешь, пора уже капканы ставить. До ноября, блин, тепло. Хоть в футболке ходи. Сейчас май месяц, должен быть тепло, жарко. Наоборот. Холодно. Листья раскрылись, а дальше уже все, такая остановка. Перестал расти. Листья не растут, а вот только открылись и все. Собака куда-то дальше ушел. Ладненько, я сейчас закончу эти дела. Это раскалю и на завтра оставлю. Буду складывать между печкой и стеной. А это я сейчас подкину эти дрова. Уберу вот тут этот бардак и буду варить суп. Печку устанавливать в принципе не буду сейчас.